Зачем мы на это потратили там государственные деньги? Он уже состарился, уже умер. Что центр, который я возглавляю, Центр креативных индустрий, находится при университете. Ну, они изучили, вот опубликовали и забыли. Ну, какой от этого эффект? На меня кто-то вышел и сказал: о, да, но вы же исследователь. Ну, в Казахстане всегда так какая-то новая тема, и вот туда будут вливаться деньги. И, конечно, там в какой-то момент ты захочешь с ней развестись. Здравствуйте, меня зовут Дана Шаяхмед. Я общественный деятель и исследователь в сфере креативных индустрий, урбанистики и молодежи. Я очень много чем занимаюсь. Наверное, основная моя деятельность все-таки исследовательская работа. И многим это покажется, наверное, нереально скучным, но это не так. Сложилось впечатление у многих людей, я так думаю, особенно у молодых людей, о том, что исследователи — это какие-то там умные профессора, которые сидят в кабинетах и там исследуют что-то, там изучают, читают книги, да, там потом публикуют там какую-то книгу, она ставится там в библиотеку, как бы, и все. На самом деле исследовательский мир очень интересен тем, что он очень динамичный в последнее время. Почему? Потому что если, допустим, там, в 19-м, даже 20-м, до середины, там, даже практически до конца 20 века, да, исследователь излагал свою мысль в книге. Она пока печаталась, занимала там типа 2 года, потом распространялась там еще 5 лет, потом другие профессора, исследователи, ученые читали, размышляли еще 2 года и еще свою какую-то мысль, а я вот не согласен там вот с этим автором. И разница между вот этим дискурсом или обсуждением, которое происходило в исследовательском мире, мог составлять 10 лет. Исследователь, который написал книгу, он уже состарился, уже умер, потом его последователи, там, школа там, вот этого исследователя появлялись, там, и так далее, и так далее. Сейчас ситуация совсем другая. Во-первых, практически никто не публикует книги. Люди публикуют научно-исследовательские статьи. Хранятся в специальных исследовательских журналах, и все это онлайн, то есть ты можешь в любой момент зайти в Google Scholar и посмотреть любую интересующую тебя тему и узнать, кто в данный момент обсуждает тот или иной вопрос. То есть это стало тоже динамичным сферой жизни. И еще большое изменение произошло как раз-таки где-то в 70-х, 80-х годах прошлого века, когда исследователи, то есть раньше я считала, что вот я изучаю какой-то вопрос, и я его просто изучаю, там, смотрю со стороны. Но сейчас, ну вот как раз-таки в 70-х, 80-х исследователи начали принимать активное участие. Началось это примерно с того, что группа исследователей, там, урбанистов, они изучали неблагополучные районы города, там, в Америке где-то, и поняли, что просто наблюдать им тяжело. Они хотят каким-то образом повлиять на ситуацию, они хотят помочь этим людям. И раньше это считалось как бы неэтичное исследование, когда ты лезешь, да, там, в исследуемый объект, да, как бы. Но так, когда ты понимаешь, что от тебя, как от человека, ожидается какое-то действие, в первую очередь, даже не как от исследователя, конечно, ты идешь. Это называется action research, да, или исследование в действии. Я даже не знаю, правильно это русский перевод или нет. Но в целом это как раз-таки о том, что исследователи сейчас – это те люди, которые делают исследования и потом применяют, или их как бы, вот, какие-то нахождения, да, какие-то выводы, которые они сделали, или рекомендации, которые они предлагают, можно реально внедрить в работу бизнеса. Допустим, изучаешь какой-то бизнес-процесс и понимаешь, что в компании нужно вот изменить там подход к продажам. Это вот может сделать хороший исследователь, да? Или, допустим, образовательная система, да? Вот сейчас мы находимся в университете, потому что центр, который я возглавляю, Центр креативных индустрий, находится при университете. Понимаю, что нужно менять подходы к образовательному процессу, да, внедрять геймификацию. Как это сделать? И вот люди, исследователи, начинают изучать, там, какие есть методы геймификации. Ну, они изучили, вот опубликовали и забыли. Но какой от этого эффект? Конечно, нужно пойти, презентовать это руководству школы, презентовать преподавателям, допустим, и тогда это как бы выльется в какое-то действие дальнейшее. И, конечно, меня захватывает нереально та мысль, что мои мысли, мои размышления, мои какие-то выводы, да, которые я делаю в ходе работы, я могу потом внедрить в работу, допустим, какого-то государственного учреждения. Да, я очень активно работаю в сфере креативных индустрий, да, и сейчас очень популярна эта тема на государственном уровне. Недавно была принята концепция развития креативных индустрий там, до 2025 года, и очень радостно, что в этот момент, когда этот документ писался, да, на меня кто-то вышел и сказал: о, да, но вы же исследователь, давайте, помогите нам. Ну, как бы в целом представители государственных органов действительно были удивлены
удивлены, что уже есть люди, которые эти темы изучают. И, честно говоря, как в Казахстане, как и в Центральной Азии, очень много таких белых пятен для тем исследований. Это значит, что вот у тех молодых людей, которые хорошо говорят на английском языке, то есть могут читать то, что происходит в мире, нам, честно говоря, не нужно заморачиваться насчет научной новизны. Почему? Потому что как бы в исследовательском мире ты не можешь просто изучать то, что тебе хочется, да? Ты как бы должен в тусовку зайти. И чтобы зайти в тусовку, ты должен как бы сказать: а вы знаете, вот в вашу тусовку я привнесу научную новизну. И нам можно не париться по этому поводу лет 10. Потому что научная новизна у нас будет в том, что никто еще никогда не изучал там ничего в Казахстане или в Центральной Азии. Но я, конечно, утрирую ничего. Очень много сейчас людей, которые у нас, молодых исследователей, да, которые очень классно и очень крутые темы поднимают в разных сферах, в том числе в креативных индустриях. Мне очень радует, что для того, чтобы закончить у нас PhD в Казахстане, да, получить степень доктора, нужно как раз-таки опубликоваться в одном из таких журналов. Это одно единственное требование. То есть надо написать диссертацию саму и опубликоваться в этом каком-то крутом научном журнале. И это, конечно, задает определенный уровень. И сейчас у таких молодых исследователей появляется все больше и больше. И наши журналы научные тоже не отстают от них. Да? То есть понятно, что мы как бы не уровня там, международных журналов, но требования для того, чтобы публиковаться в казахстанских научных журналах, стало тяжелее. И даже я это вот замечаю за последние 5 лет, и меня это очень радует. Потому что там всякую какую-нибудь чушь ты не можешь опубликовать, тебя проверят рецензенты там, и так далее, и так далее. Мне кажется, это очень круто. Как приняли концепцию, там в концепции написано, что будут там создаваться креативные хабы, там будут внедряться там какие-то изменения в законы, да, там, и так далее, и так далее. И понимаешь, что на это будет выделяться очень много денег. Ну, в Казахстане всегда так какая-то новая тема, и вот туда будут вливаться деньги. И, конечно, в первую очередь мне бы, как гражданину, не хотелось бы, чтобы эти деньги уходили как-то, может быть, не слишком обдуманно, да, но потом еще, конечно, не хотелось, чтобы это было бы там все непрозрачно, неподотчетно. То есть хотелось бы, чтобы это было по уму. И такие исследования как раз-таки это как бы самая дешевая цена, которую вы можете заплатить для того, чтобы там через 5 лет сказать: зачем мы на это потратили там государственные деньги? И когда ты вот продумываешь, планируешь, да, и изучаешь вопрос, это самый эффективный метод, на мой взгляд. И мне хотелось бы, чтобы вот те исследования, которые я делаю, мои коллеги, да, в индустрии делают, они как бы находили отзыв. И мне кажется, это происходит, потому что буквально в конце прошлого года меня пригласила компания BTS Education. Они вместе с акиматом Павлодарской области решили запустить картирование креативных индустрий Павлодара. И вообще это такой нереально крутой опыт, потому что я посмотрела картину в Казахстане, а конкретно в области, да, или в каком-то населенном пункте смотреть особенно интересно, потому что я для себя по-другому открыла даже Павлодар, честно говоря, Павлодарскую область, и как-то все настроено. И очень приятно было узнать, что предприниматели, которые там работают, они говорят: да, мы знаем, люди уезжают там в столицу, уезжают в Алмату, но мы хотим здесь, мы хотим в Павлодаре, там, в Павлодарской области развивать свой бизнес, да, свой творческий бизнес. И ты понимаешь тоже, что как бы это люди, которые не просто делают деньги, да, вообще креативная индустрия, люди, которые в этой сфере работают, они очень сильно идейные люди, и мне кажется, как бы их подход к деланию денег другой. Им как бы там есть очень высокий этический, да, уровень, там, и так далее, и так далее. И, кстати, очень много молодых людей, да, в этой сфере задействовано, да, потому что, то есть, если раньше, да, допустим, чтобы как-то свое творчество, там, раньше, я имею в виду, там, в прошлых веках, да? То есть для того, чтобы как-то свое творчество изливать, да, из себя, ты, наверное, должен был быть, скорее всего, там, или музыкантом, да, там, на классическом каком-то инструменте, либо художником, то есть у тебя были конкретно ограниченные варианты. И там для того, чтобы стать художником, тебе надо было научиться там размешивать краски, да, там, кистью уметь работать, там, и там 30 лет работать сперва помощником художника и потом только стать, да, там. То есть раньше там инструментом креативности были там кисти, там музыкальные инструменты, все что угодно. Но сейчас однозначно технологии — это кисти, да, современных художников. То есть это фотоаппараты, это компьютеры, это, я не знаю, там все эти крутые гаджеты, дроны, да, которые снимают нереально крутые вещи. То есть очевидно, что молодые люди это быстрее осваивают, и, соответственно, конечно, креативная индустрия из-за этого именно, густо населены молодежью. А у нас в Казахстане молодежь составляет больше 30%.
То есть это реально в перспективе очень высокий потенциал для развития в целом экономики. Я искренне в это верю и пытаюсь везде об этом говорить, на всех всяких советах, совещаниях, на своих публикациях в том числе. И вот как раз-таки размышляя об этом как бы с позиции исследователя, но и такого общественного деятеля. Вообще, я думаю, что сейчас настали времена смежных профессий, что ли. Сейчас нету такого, что там врач, да, вот даже врач, к которому я хожу, она активно ведет свой Инстаграм, и я постоянно ее слушаю, мне интересно, да, и я не знаю, она там как бы очень неплохо справляется не только как бы со своей профессиональной, да, там очень узкоспециализированной, да, как бы профессией, но она еще там берет интервью у других врачей, да, то есть она подключает к своему процессу там различных экспертов с другой сферы, да, хотя, казалось бы, ты думал, что врач это всегда узкоспециализированная, да, профессия. То есть, будучи исследователем, не мешает мне быть там общественным деятелем. И мне кажется, вот те люди, кто смотрит это, как бы не бойтесь совмещать различные профессии. Находите то, что вам интересно. Находите как бы сектор, который вам интересно. И пусть их будет 2 или 3. Мне кажется, это будет вообще самое круто. И не бойтесь, кстати, получать разное образование, потому что мое базовое образование... Вообще, я поступила в Академию искусств сперва со школы, потом бросила и закончила специальность политология, потому что все-таки мне больше вот нравилась именно работа, общественная работа, да, и я вот в этом направлении. Но магистратуру я закончила в направлении дизайн, графический дизайн, и мне кажется, это тоже очень классный опыт, потому что я хотела в этом направлении что-то делать. А сейчас я вот доучиваюсь в докторантуре по государственному местному управлению. И, может быть, раньше, лет 10 назад, это казалось бы очень странным, но сейчас, как минимум, мне это кажется очень понятным, и я рада, что я могу, как сказать, я себя реализую в этом. Я преподаю storytelling здесь, а еще преподаю idea generation и creative thinking. И мне кажется, мой творческий бэкграунд, да, художественный бэкграунд в моих упражнениях, которые я даю ребятам, да, для того, чтобы раскрыть их какие-то творческие способности, я беру и даю им там задание нарисовать портрет своего соседа. И понятно, что это очень интересный подход, да, как бы преподавание, потому что ты смотришь там за 1 минуту нарисованный портрет и думаешь, ой, нет, этот человек не похож на себя, но как минимум это похоже на человека. То есть уже не так уж и плохо, и все начинается с какого-то маленького первого там эскиза, ничего страшного. Я думаю, тоже Мона Лизу там он не написал, да, там за какой-то короткий период времени. В целом, находить свое призвание и не бояться миксовать различные там. Это не так, что ты должен родиться там и всю жизнь проработать на заводе и там же умереть, да, как моя коллега недавно написала. Это совсем не так. То есть можно менять работу каждый год, каждые 2 года. И раньше это сочеталось не круто. То есть, ой, наверное, что-то с тобой не так, что ты не можешь усидеть на месте больше 2 лет. Наверное, ты там неответственный сотрудник там, или еще что-то еще. Сейчас другие времена. И сейчас это хорошо, что я вижу, как молодые люди, они в первую очередь задумываются о том, что им интересно. Они так, ой, давайте вот сейчас эта корпорация, вот они меня возьмут, я буду делать, прогинаться под все, что вот в этой корпорации. Ну, конечно, всегда такие корпорации будут существовать. И даже университет – это такая очень неповоротливая машина, да, то есть здесь тоже есть правила, как и на госслужбе, но всегда есть люди, которые такие несут за собой изменения. И мне кажется, вот я пытаюсь такое тоже делать. Моим пожеланиям, да, зрителям большой всем привет и отправляю всем свою позитивную энергию, ребята. Но я хочу сказать, что в первую очередь нужно идти за своей мечтой. У нас до сих пор есть такое, что родители или там кто-то старший пытаются как бы направить, да, там и так далее, и рахмет им огромный, но идите прям за своей мечтой вот до конца. И даже если будут какие-то барьеры, переступайте и идите за ними, идите за своим увлечением. Потому что выбор профессии – это как выбор спутника жизни. У нас нереально высокий уровень разводов, правда, в Казахстане, но профессию выбираешь уже как бы на всю жизнь. И, конечно, там в какой-то момент ты захочешь с ней развестись, если это как бы насажено там твоей бабушкой, дедушкой или папой там, и так далее, или каким-то там товарищем взрослым, старшим братом. Но идите прям за своей мечтой, потому что самую крутую реализацию вы получите именно делая то, что вам нравится.
Многие выбирают профессию с позиции «я буду здесь много зарабатывать, и я смогу обеспечить», да, как бы, и, казалось бы, исследователи много не зарабатывают. Но, честно говоря, я получаю помимо там зарплаты еще какие-то предложения о партнерстве, какие-то проекты, какие-то дополнительные какие-нибудь исследования мне заказывают, и я уже, честно говоря, просто отказываюсь или переадресовываю на других исследователей, потому что просто не справляюсь с объемом работы, и как бы, ну, я думаю, что и в целом как бы предлагают неплохие гонорары, то есть надо идти за тем, что нравится, и деньги придут сразу так за вами. Но идти от обратного, скорее всего, есть высокая вероятность неудач. Идите за своей мечтой, и там как раз-таки будут неплохие деньги. Юдежат Панздар.